В Санкт-Петербурге завершил работу Арктический форум. За несколько дней были рассмотрены вопросы национальной безопасности, транспорта, ресурсы, природоохранные технологии, и особое внимание было уделено населению Арктики. Тему продолжит Айсена Бурнашова. Форум рассмотрел актуальные вопросы развития Арктики. Национальную безопасность, транспорт, ресурсы, природоохранные технологии, и особое внимание было уделено населению Арктики. В этом году здесь даже была открыта специальная сессия, посвященная вопросам устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. На новой сессии разбирали земельные вопросы, доступ к ресурсам и развитие традиционных отраслей, которые являются актуальными моментами сегодняшней жизни в Арктике. Сегодня на федеральном уровне разрабатываются различные законы, которые направлены на регулирование прав и интересов коренных малочисленных народов Севера. Главной целью организации является повышение качества жизни населения Севера, устойчивое развитие северных регионов и охрана окружающей среды. Делегаты из Якутии выступили в дискуссионной части форума. Особый резонанс в зале вызвал доклад первого заместителя председателя правительства Якутии Петра Алексеева по решению комплексов социально-экономического развития нашей республики. Докладчик предложил пересмотреть критерии отнесения арктической зоны нашей страны, ведь 50% территории Якутии находится за полярным кругом. Также он отметил, что благодаря 8 солнечным электростанциям республика выработала около 1500 киловатт-часов, что сэкономило более 5 миллионов рублей бюджета Якутии. Помимо этого, докладчик озвучил планы и предложения. С целью повышения уровня финансовой самообеспеченности арктической зоны Российской Федерации путем участия в реализации федеральных и региональных программ для привлечения инвестиций для реализации проектов комплексного освоения арктических территорий, поддержки коренного населения и развития традиционных отраслей, создать федеральный целевой фонд развития Арктики. Якутия имеет уникальные запасы олова, возрождение которых позволит доставлять его в страны Азиатско-Тихоокеанского направления. Но это будет действительно только при наличии развитой транспортной составляющей. В республике большинство дорог автозимники, а аэропорты отдалены, что может привлечь за собой транспортную изоляцию. И вместе с тем новые разработки отечественного авиапрома требуют хорошей трассы аэропорта. Мною, допустим, от имени республики было внесено такое предложение о том, чтобы поручить Минтрансу России сделать консолидированный заказ на всю Россию. Ну, то есть проработать вопрос со всеми субъектами федерации, с местными авиакомпаниями, кому сколько нужно самолетов, в какие годы они будут покупать. И сделать такой заказ на много лет вперед. Тогда заводы будут знать, сколько надо выпускать и готовить, соответственно, этому. Надо людей готовить, надо материалы заготавливать и так далее. И субъекты федерации будут знать, что, допустим, по этому заказу через 5 лет им предстоит закупать эти самолеты. Итогом работы форума стала традиционная резолюция с предложениями и рекомендациями участников, направленными на совершенствование законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития Арктики. Проект резолюции был направлен в регионы России для согласования, внесения изменений и дополнений. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК Саха, Санкт-Петербург.